Казакфильм фигой остался. Жоқ. Басқаны қожаны іздеңдер. Я своими глазами видел, народ смотрел, плакал этот фильм. Потом, как началось вот это Назарбаевщина, почему уничтожали фильм? Потому что там вылазила правда, кто виноват в этом. Я, конечно, тоже пострадал, без работы долго ходил. Режиссер қайтыс болды. Менің атым Қожа фильмін культурный феномен дейді ғой, яғни бұдан артық Қазақстанда мұндай кино көрмеппін да. Со мысалға алда ремейк дейді ғой, қайта түсірілім болса, соны қолдайтын ба едіңіз өзіңіз? Қайта түсіруге, это как, Голливуд так делает, ремейк. Қалай түсіресің енді? Басқаны қожаны іздеңдер, тапсаңдар, наверное, түсіреді. Басқа режиссер Абдулла сияқты тапсаңдар, береді, түсіруге береді. Бірақ мені түсіре алмайсыз енді, мен 73-темін. Сондай баланы тапсаңдар, пожалуйста, разговор нету. Ну, старый Кожа, конечно, это было бы интересно. Я бы его представил завучем школы в ауле, который остался в родном ауле, который учит детей. Его там все знают, он же которое поколение проучил. Это более как жизненно. Да, наверное, так. Екінші сұрақ бола ма? Сіз өзіңіз қазіргі заманауи қазақ киносын бақылайсыз ба? Қазір балам қазақ киносында перестройка только басталып жатыр. Только басталып жатыр. Частный киностудиялар айқайлап, ой, бізге ақша бөліңдер, бізді кино түсіреміз деп. Содан арыз жазып Тоқаевқа киностудияны бюджет тартып алды ғой. Центр кино, поддержки кино ашылып, ақшаны бөліп жатыр. Білесіңдер ғой, жазатын сценарий адам аз. Түсіретін киноны режиссер тоже аз. Бірақ продюсер, ақшаны жұмсайтын адамдар көп әкем, потому что ақша ғой. Олар жабысып, соған төбелесіп, туысқандарды қосып, құртты сол бюджетті 5 жыл подряд. Қазақфильм фигой остался. Жоқ. 18 жылда менің сценарий Оляра деген. Единственный сценарий, который победил в конкурсе. Это фильм о голоде. Вот сейчас в магазине продается книга «Кызылқар» на казахском языке или «Красный снег» на русском языке. Там есть две повести. Первая «Оляра», это фильм о голоде 1932 года, о котором фильм еще премьера не вышла. Фильм готовый лежит. И вторая повесть «Алажар». Слышали, наверное. «Алажар» — это мой сценарий. Но повесть не выходила 35 лет. Она 35 лет у меня в столе лежала. И только вот в 23-м году «Меломан», они говорят, ой, у Алажара такая реклама, давайте мы ее издадим. Давайте мы за свой счет переведем ее на казахский язык. Я говорю, пожалуйста. Я и гонорар, говорю, не надо. Там гонорар, копейку заплатили мне. И вот эти две повести в книге «Красный снег», «Кызылқар», «Меломанды» сатылып жатыр қазір. Пожалуйста. Если прочтете, вы там вот это все там увидите, все прочтете. Какие проблемы были с Алажаром. И КГБ нас таскало, и жұмыстан бізді шығарды. Режиссер қайтыс болды. Өзі кино жоқ. КНБ конфисковала фильм, его нету. Я думаю, кино действительно нет больше. Почему? Потому что за 35 лет кинопленка бы уже пришла непригодность. Ее кинопленку нужно хранить в специальных холодильниках. Она портится, потому что бактерии съедают вот этот негатив. Я думаю, есть, наверное, где-то очень плохая видеокопия. А фильма самого нет. Отрывки этого фильма есть.
И все говорят, ой, какой фильм. Ой. Премьера была в Армане в 90-м году. 2 зала были, набитые битком, қазақша. Бірінші просмотр, да, премьера, да. Фильм шел 4,5 часа. Там художественные, документальные, вот так замешано все было. И я своими глазами видел, народ смотрел, плакал этот фильм. Потом, как началось вот это Назарбаевщина, чему уничтожали фильм. Потому что там вылазила правда, кто виноват в этом. Я, конечно, тоже пострадал, без работы долго ходил. Так вот, эта повесть у меня в столе так и лежала 35 лет. И кто эту идею мне дал? Сагат Ашимбаев, такой есть казахский писатель, казахский литературовед. Он был заместитель Гостелерадио, я работал на телевидении. Он меня вызвал к себе и говорит, вот сен мен матым қожа дойнадың ғой, сен білесің ба қожа қалай? Перевод дейді. Что мынау қазақ байтақ жердің қожайыны, мынау Қарадымалақ мынандай бала. Я считаю, говорит, фильм талантливый, и ты, по-моему, вот в ГИК закончил. Давай, напиши книгу о декабрьских событиях. А еще лучше фильм сделайте, говорит. Содан мен жаздым ғой, 17 вариант болды сол сценарийді. Жаздым. 4 жыл қиналып жаздым. Сол кино енді үкімет өлтірді. Бірақ повесть шықты. Биыл шықты. Вот, Қызыл қарды. Оқысаңыз, там нет ничего страшного. Это история про любовь. Там прототип Кайрата Расколбекова и вот этой девочки, которая погибла. Пронзительная история. Но прототип главного героя Кайрат Расколбеков, его мама. Так что, если интерес будет, прочитайте. Слово. Сосын сұрайын дегем, сіз сонда Алажардың фильмнің сценарийін Александр Лапшинмен бірге жаздыңыз ба? Сол, анау кітап алғанда Алажардың басында предисловие бар. 5 бет. Я рассказываю, как это все происходило. Почему Лапина, не Лапина, Лапшина, почему Лапшина пристегнули мне в соавторы. Там все понятно будет. Я был один автор, а потом боялись, что перестройка сейчас закончится, потом боялись. Главное, Казахстан не хотел такой фильм снимать. Приказ пришел Госкино СССР, да. Хороший сценарий, давайте, запускайте быстрее, пока перестройка дает возможность. И тогда наше начальство думает, ну, раз сценарий казахский, а приказывает с Москвы, давай с автора прицепим ему российского сценариста Лапшина. Моего согласия даже не взяли, хотя должны были взять мое письменное согласие. Пригласили его, ему заплатили, он добавил только один эпизод с русским врачом скорой помощи. Что же делать тогда, когда целому народу грозит опасность исчезновения, как нации? Да и не только казахам. Вот этого я тоже не понимаю. В Америке живут десятки национальностей. Каждый сохраняет свою культуру. Но говорят это все на английском, и от этого никаких катастроф. Так в Америке испанец знает, что у него есть Испания, что его язык никогда не умрет. Так и китайцы и все другие. Но я не понимаю, когда в своей же собственной стране забываешь язык предков. И что особенно важно, предстоящую работу Верховного Совета, его комиссий. Вот так. Кино нет, а книга есть. Режиссер, к сожалению, Қалдыбай Әбенов. мучился, умер, погиб. Ол негізі фильм YouTube желісінде бар. Қалай? YouTube'та, интернетте Ол бар. кино емес копия какая-то, но не вся. Весь фильм 4,5 часа. 3 сағаттық фильм бар, бірақ 4,5 сағат деп айтылған. Но и почему очень много документального там? Қалдыбай Каабенов учился тоже в Авгике, младше меня где-то на 3-4 года. Қалдыбай учился у Юрия
Юрия Озерова. Юрий Озеров – это режиссер, который снял фильм «Освобождение» про Сталина. Гигантский такой фильм. И в то же время это объединение называлось «Режиссура документального кино». И в нем это режиссер-документалист прямо жүректе был. И он вот это художественное начал перемешивать с документальными кадрами. Поэтому такое большое кино получилось. А здесь в книге вы прочтете только ее художественную часть. Жолымыз туранын ылғия бер.